Виват лицей! Добрый вечер, шановное господарство. Поважанные наставники и любимые батьки. Сегодня мы собрались на торжественном вечере, посвященном нашим выпускникам. Как вы уже поняли, дорогие гости, мы вас приветствуем вас на выпускном Вечере лицея БГУ 2024 года. Наш урачисты вечер пачынаецца. І будзе працягвацца до таго моманту, калі мы ўжо на світанні скажам «Добрай раніцы, ліцэй!». Доўгі шлях даўжынёю у 11 годов пройдены. И мы рады, что делаем свой первый шаг во взрослую жизнь в стенах родного лицея. Разам мы прайшлі праз рознае, перадорвалі цяжкасці і радаваліся перамогам. И все это делало нас только сильнее. Завтра начнется новая глава нашей истории, которая будет не менее, а то и более яркой, чем все предыдущие. Але ліцей назавжди застанецца найважнейшым адбіткам у нашым юнацтве, які стаў падмуркам і штуршком для далейшага жыццёвага руху. Ліцэй – гэта унікальная магчымасць рухацца наперад, пазнаваць сябе і дасягаць мэт. Вучыцца думаць, разважаць, аналізаваць, перамагаць і развівацца. Лицей подарил нам надежных друзей и прекрасных учителей. Они вкладывали в нас не только знания, но и частичку своего сердца. Завжди старалися допомагати і підтримати нас, пойти насустрач і зрозуміти. Натхнялі на добрые справы и верили в нас. Приветствуем бурными аплодисментами наших невероятных и талантливых учителей. Идти своим счастливым путем. Пусть будут силы и желания идти уверенно в мечте. Пусть будет правильной дорога, что от лицейского порога по жизни взрослый поведет. Ну а сейчас, друзья, полет. И думая прекрасно, во сне касайся звезд и облаков. И верь всегда, что это не напрасно. Пусть будет где-то даже нелегко. Как важно в этой жизни верить в сказку, ценить друзей и им дарить тепло. И жить по-настоящему, без маски, уверенно свою судьбу творить. Дарить друг другу радость и улыбку, от счастья плакать, от любви летать. И не бояться совершать ошибки и мудрость жизни смело постигать. Добрый вечер, дорогие наши выпускники. Добрый вечер, дорогие наши учителя и невероятные родители наших выпускников и гости сегодняшнего мероприятия. Я от всей души хочу поздравить всех с этим замечательным, теплым, счастливым и немножко грустным праздником. Дорогие ребята, сегодня, наверное, один из немногих запоминающихся дней в вашей жизни, который останется в сердце с вами навсегда. Потому что даже вот я сегодня очень волнуюсь. Этот праздник, он переполняет каждого, когда наступает этот трогательный и волнительный день. Дорогие ребята, 2 года назад вы вытянули счастливый билет и стали лицеистами. С одной стороны, время пробежало очень быстро. Позади
длинные уроки длиной в 11 лет. Впереди у вас один большой урок длиной в жизнь. С другой стороны, 2 года в лицее – это очень много, потому что за это время вы научились очень многому, получили знания. Кто-то попробовал себя в науке, творчестве и спорте. Вы научились дружить, жить одной семьей, вместе радоваться и переживать друг за друга. И, конечно, я хотела бы, чтобы вот этот багаж знаний и небольшого опыта вы взяли с собой во взрослую жизнь, чтобы этот опыт стал таким прочным фундаментом для ваших новых свершений. И, конечно, наверное, вот все эти годы у вас не была бы такой счастливой, наполненной жизнью, если бы рядом с вами не были ваши самые близкие, самые родные, ваши родители, ваш надежный тыл. Дорогие родители, от всей души хочу сказать вам сегодня огромное спасибо за ваших талантливых, за ваших замечательных детей, за то, что вы создали все условия и сделали все возможное и невозможное для того, чтобы ваши дети жили наполненной, счастливой, радостной жизнью. И чтобы вот этот путь, который они прошли длиной в 11 лет, у них был вот такой замечательный, вот такой многогранный и всесторонний. Дорогие ребята, я хочу, чтобы вы с теплотой в сердце и душе вспоминали 2 года в лицее, чтобы вы помнили тех людей, которые были рядом с вами. Это ваши замечательные учителя. И я хочу сказать сегодня огромное спасибо всем нашим учителям за ваш профессионализм, за ваше терпение и мудрость, за то, что вы были всегда рядом с нашими детьми, за то, что вы дарили им частичку своей души, за то, что вы открывали им свое большое сердце. За это все вам тоже огромное человеческое спасибо. Дорогие ребята, отправляю вас в большую взрослую студенческую жизнь. Я хочу вам пожелать: любите жизнь, будьте достойными людьми, не совершайте ошибок, которые нельзя исправить, чтобы потом никогда об этом не жалеть. Сегодня вечером я хочу пожелать, чтобы ваш последний лицейский вальс закружил вас яркой, счастливой жизнью, а рассвет, который мы вместе с вами будем встречать, открыл вам новые горизонты возможностей, добрый путь, счастливого пути, новых открытий, новых свершений, новых амбициозных целей, планов, их реализации. И помните, двери лицея для вас всегда открыты. Виват лицей! Спасибо, Татьяна Павловна. Спасибо, дорогие учителя. Вось цяпер, калі галоўныя словы сказаныя. На укол пануе урачысты и добрый настрой. Мы объявляем выпускной бал 2024 года открытым!
лицея БГУ. Уважаемые наставники, просим вас занять свое место в зале. А мы проводим вас бурными аплодисментами. Что нужно обязательно сказать в этот вечер? Магчыма, трэба згадаць найлепшае, што было з намі за гэтыя 2 гады. Или поделиться нашими впечатлениями на этот счет. А еще? Мабуть, нам треба почать якраз со слов подяки. Да, именно про это я и подумала. Да, безумоўна, мы павінны падзякаваць тым, без каго не быў бы магчымы той цуд, у якім мы існавалі 2 незабыўныя гады свайго юнацтва. У першую чаргу мы ўдзячныя прэзідэнту Рэспублікі Беларусь за магчымасць вучыцца ў ліцэі, а затым працягнуць навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і атрымаць якасную адукацыю. Мы благодарны главе государства за должное внимание и заботу к подрастающему поколению. Мы благодарим директора лицея БГУ Татьяну Павловну Мамчец за мудрое руководство лицеем, за высокий профессионализм и компетентность, целеустремленность и кропотливый труд, терпение и преданность своему делу. Мы ўдзячныя адміністрацыі ліцэя, якая 2 гады была надзейнай падтрымкай для нас, заўжды разглядала любыя пытанні і прапановы і дапамагала нам адчуваць сябе комфортна ў ліцэі. Мы благодарны учителям за сохранение давних лицейских традиций и создание новых, поддержку наших порой странных и самых невероятных инициатив. Менавіта дзякуючы усім вам, ліцэй ніколі не страціць сапраўдны ліцейскі дух, які мы так шануем. Словом благодарности мы сегодня еще не раз вернемся. А сейчас представляем вашему вниманию творческий номер от студии танца «Глория».
еще чуть-чуть, и я ослепну. Что бы это могло значить? Лучше надень солнцезащитные очки, ведь это сияние свидетельствует о том, что очень скоро на эту сцену поднимутся наши звездочки, которые блестяще прошли 11 лет учебы. Они трудились, не покладая рук, всегда были готовы к уроку, участвовали в олимпиадах и конференциях. Да-да, не то, что мы с тобой. Поэтому давай все-таки позовем их на сцену для получения своей награды — серебряных медалей. Для вручения серебряных медалей лицеистам приглашаем на сцену директора лицея БГУ Татьяну Павловну Мамчис и заместителя директора по учебной работе Наталью Геннадьевну Каранкевич. А сейчас встречайте Анастасия Баранова, Анастасия Дорошкевич, Анна Зинченко, Дарья Негрей, Зарина Щедринская, Злата Ехимчик, Ксения Альпина, Анна Лобко, Екатерина Николаенко, Дарья Сорокина, Илья Яговдик, Александра Корзу, Доминика Шумская, Павел Ведук, Егор Бардашевич, Тихон Низовец, Юлия Резун, Ярослав Острейко, Михаил Корзун, Илья Толкачев, Поддержим медалистов бурными аплодисментами. Погромче, погромче. А мы продолжаем. На сцену запрошаем Федор Кулачков, Сергей Баранов, Александра Кочеткова, и Мария Кривцова.
подумать, что у нас столько серебряных медалистов. Так, Єгор, і нават ти там був. Увесь такий творчий, зорг ліцейської сцени. А на золотий медаль тебе не хапило? Ой, Капа, у меня хотя бы и льгота для лицеистов есть. Так, ладно, не будем про сумное. Захопление ліцейськими медалістами усё роўна прымушае мяне радавацца і ганарыцца ў гэты вечар. До речі, на сцену сьогодні ще не виходили тыя, чиєї працавітості, упартості і ерудиції можна тільки позайздростити. Так, а гутарка ідзе пра выпускнікоў, якія здолелі атрымаць залатыя медалі. І ми з гонором і павагай запрашаємо їх за узнагородами. Сустракайце, Ковальчук Анастасія. Попова Вікторія. Софья Криволапова. Самойлик Алексей. Колчин Владислав. Авдонина Мария. Александр Вацкий. Жукович Софья. Костень Олеся. Кудинова Елизавета. Кужелева Злата. Мельникова Валерия. Дарья Радивоник. Николай Урицкий. Царева Мария. Губич Алина. Инбулаева Анастасия. Краснобаева Вероника. Третьякова Юлия. Януш Алина. Ксения Бегун. Володька Мария. Глинник Владислав. Дарья Грук. Дарья Гузнова. Аделина Креер. Анна Новик. Блюда Марина. Камила Пожиток. Разгуляева Полина. Валерия Хлыстова.
Павлова Вероника. Анастасия Додатко. Дорож Анастасия. Ефремова Валерия. Софья Иванинская. Владислав Максимук. Никифорова Дарья. Бутырская Мария. Савицкий Максим. Артем Герута. Адамович Диана. Ашуйка Анна. Березовский Иван. Полина Гулик. Тетлук Екатерина. Ксения Зинкевич. Ливанная Ксения. Денис Лепканов. Матюшонок Ангелина. Некрашевич Ульяна. Павлович Мария.
Шиловская Каролина. Будкина Дарья. Валеха Петр. Никита Диган. Дрозд Александр. Завадская Илона. Иванов Илья. Казак Максим. Ксения Корти. Красовский Артем. Артем Левко. Максим Рычков. Хованский Иван. Мария Ходько. Давид Хойфман. Ландин Алексей. Лопатецкий Сергей. Шлык Роман. Милана Будай. Гурмилева Мария. Гайдук Петр. Гончеля Елизавета. Жилюк Алина. Юлия Журавель. Лишевич Александра. Малаева Олеся. Мисевич Анастасия. Савина Василиса. Фролова Ульяна. И Яворович Ксения.
падняцца са сваіх месцаў. Каб усе мы яшчэ раз упэўніліся, наколькі вас многа, і падарылі вам новую хвалю апладысментаў. У нас столькі таленавітых і старанных ліцэістаў. Так, сапраўды. Але трэба і адпачыць ад такога яркага зяння золата і срэбра. Таму зараз прапановуем вам паглядзець творчы нумар, падрыхтаваны выпускнікамі. Сустракайце! Віват ліцэй! Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты летать Зажигайте телефон. не стал. Стал таким, как он, и по земле ходил.
часткі сённяшняга вечара. Но до фуршета еще 3 часа, не меньше. Я зараз зусім не пра фуршэт. Саша, паглядзі, колькі усмешлівых і шчаслівых твараў у зале. Выпускнікі, бацькі, настаўнікі. І ўсе яны чакаюць урачыстага моманту, калі мы зноў пабачым на нашай сцэне ўсіх выпускнікоў. И по традиции мы бы хотели начать с филологов. Запрашаем на сцену 11-й філалагічны клас і яго класного кіраўніка Ірину Владимировну Батюк. Вот что Ирина Владимировна написала на развитание. Памятайте у Максима Богдановича, кто мы такие. Только подорожная, побудники сирот небес. Наше з вами сумесное подорожжя доўжылася па земных мерках зусім нядоўга. 2 гады пролетели незаўважна. Як одно імкненне, узгадваю, якімі бачила вас упершыню. Сарамлівая, разгубленая, зусім дзеці, подумалася мне тады. На працягу 2 год з цікавасцю назірала за вашим сталеннем, за вашими поспехами, часам неудачами, каханнями, расчараваннями і пошуками себе. Сёння гляджу на вас з захапленнем. Зусім дарослая, прыгожая, упэўненая і такія розныя. І хочацца пажадаць вам не згубіць на дарогах жыцця вось гэтую сваю самабытнасць і, канешне ж, заставацца людзьмі, добрымі, шчырымі, справядлівымі людзьмі, у добры шлях. А зараз на сцену выйдуць людзі, перад якімі адчыняюць свае дзверы і раскрываюць свае таямніцы ўсе музеі, архівы і сховішчы гістарычных дакументаў. Вы уже догадались, о ком идет речь? Запрашаем на сцену 11-й гістарычны клас і класного кіраўніка Нелі Леонидовну Сосункевич. Вот что она с любовью сказала о своем классе. История, наука очень интересная. Историю обязан каждый знать. Один из девизов этого класса. В истории много выдающихся личностей оставили заметный яркий след. Мои дорогие историки также очень старались, трудились, творили, чтобы оставить и о себе, и для себя в памяти прекрасные моменты и впечатления. Ребята исторического класса такие же непредсказуемые, такие же загадочные, такие же дерзкие и такие же многообещающие, как наш молодой век. Их 22, каждый из них личность, а вместе они сплоченный и дружный класс. Егор, а давай поговорим о мечтах. Так, мае мары, машину часу хочу, каб вярнуцца на 2 гады назад і зноў адчуць сябе карапузом. Стоп, у меня такое чувство, что кто-то в зале уже запустил машину времени, а то мне уже фараоны мерещатся. Слава мне, великому сыну Амона-Ра! Няхай моє життя буде тихоплинним, як Ніл каля Мемфісу. Ну і вам привітання, хлопчики і дівчатки ліцею БДУ. Сподіваюся, ви годні ліцею. Коли ні, то нехай вас нападають мої тестиліші і тестилочки. О, сонцепадобний фараон, уладар усього світу і великого довгого ланцюга. Навошта ў такі урачисты момант ти уключив режим спадара? У людей же свято. Ха, свято, не свято. Нешто узгадалося мені, як яны прибігали у скрипторыум в одних сандаліках амаль. І яшчэ па паўгода приносили мне папірусики медичные. Так, менавіта. О, славутый господар 113 и 208 аудиторий, даруем, калі ласка, у гонор Бога начи выпускнога. Ну, так, это ж я пожартовал, безумовно. Але, власне, дзеля чаго мы тут собраліся? А собраліся мы, каб уручыць гэтым высакародным асобам папірусы дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй адукацыі.
навошта ўсё гэта? Давай пакінем іх тут. Я буду зранку з імі забаўляцца, рашаць тэсцікі, а ты ўвечары будзеш вучыць іх танчыць і вершыкі чытаць. На жаль, гэта немагчыма. Мы павінны адпусціць іх з роднай піраміды. Хай плывуць па рацэ жыцця у Беларускі дзяржаўны універсітэт на славу ліцэя. Ну, калі толькі на славу ліцэя, тады трымайце гэтыя гістарычныя крыніцы, першыя вашы манускрыпты вашых перамогаў. А мы спадзяёмся, што ў вас у жыцці будзе яшчэ шмат ганаровых папірусаў і пергаментаў, а таксама цікавых старонкаў і старонак, у тым ліку і ў соцсетках. Так, трымайце гэтыя вашы папірусы і ідзіце па жыцці згодна вашаму ліцэйскаму сэрцу і ліцэйскаму розуму. Присаживайтесь на свои места, а мы не забываем про аплодисменты нашим выпускникам. А ты смотрел фильм «Последний из Могикан»? Да. Кажется, у меня дежавю. Почему? Потому что на сцену сейчас поднимутся последние из лингвистов и гуманитариев. Встречайте 11-й лингвистический класс и классного руководителя Ольгу Михайловну Бирюкову. 11Л. Последняя Элочка на земле. Говорят, что у каждой девушки должна быть своя изюминка. 11Л – это 22 булочки с изюмом. В 2022 году в лицей поступили 22 алмаза. Сегодня перед вами 22 бриллианта искусной огранки. Цельные, глубокие, с горящими глазами, идущие к своей цели молодые девчонки. Каждая отличается острым и живым умом, уверенными взглядами, желанием приносить пользу обществу. 11Л – это уникальное сочетание молодости и свежести, красоты и изящества, безупречного такта и скромности, непокорности и благородства, упорства и целеустремленности, душевности и, конечно, мудрости, порой даже не по годам. Сегодня вы вылетаете из гнезда, что зовется лицей БГУ. Не бойтесь расправить ваши крылья и обязательно будьте счастливы! А мы приглашаем 11-й гуманитарный класс и его классного руководителя Виталия Викторовича Кириленко. Самый апошні гуманітарно-грамадазнаўчы клас за ўсю гісторыю ліцэя. Такая розная скіраванасць інтарэсаў патрабуе пільнага сацыяльна-псіхалагічнага вывучэння. На падмурку тэорыі кола эмоцый вядомага псіхолага Роберта Плутчыка атрымалася прааналізаваць як мінімум 21 эмоцыю гэтага класа. Вось яны. Захапленне, зачараванне, прыняцце, узрушэнне, радасць, цікавасць, аптымізм, трапятанне, пачуццёвасць, прыгодніцтва, упэўненасць, удзячнасць, нечаканасць, романтызм, прыемнасць, давер, здзіўленне, уражанне, мэтанакіраванасць, вытрымка, ашаламленне. Такім чынам, з відавочнасцю можна вылучыць асобную калектыўную мегаэмоцыю 11 ГУМ 2024. Максим, вот так хочется на дискотеку. Саша, какая дискотека? Классы на сцене, а мероприятие кто вести будет? Ой, ну мало ли в лице различных персонажей. Жылі у ліцэі 4 сяброўкі-падарожніцы. Яны разам вандравалі па свеце, але што цікава, кожная з іх размаўляла на сваёй мове. Адна па-руску, другая па-беларуску, третья па-ангельску, а чацвёртая па-італьянску. І вось аднойчы у адной трапічнай вандроўцы хтосьці сквапны скраў у 4 сябровак
одну вельми важную речь. Мої дороженькі, нам обов'язково треба знайти гэтых злодіїв. И побыстрее, иначе мы не привезем лицеистам обещанные сувениры. Girls, we really need these аттестаты, потому что через несколько часов у нас в аэропорту будем. Guardate, ragazze! По-моему, там к нам кто-то идет. Это наши аттестаты. И какой-то злодей. Давайте устроим ему засаду. Худшие ховайтесь. As I walk through the halls of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been dancing the last. Попался! Ось хто скрав наші атестати. Sir, you are accused of stealing аттестаты для 11L и 11Г. Кальматери. Мы же цивилизованные путешественницы. Давайте попробуем с ним просто договориться. Давай нам аттестаты и лети куда хочешь. Воробушек ты наш, русским языком тебя прошу. Нам нужно, чтобы ты отдал аттестаты. Куди ти собрався збігчи? Гляди, я ще раз. Ты. А, атестати. Такі ось, як ось гэта, прамавугольні, шэрыя кніжачкі з прыгожымі надпісамі. Так? Мистер Тукан, по-моему, нас не понимает. Он, наверное, иностранец. Поэтому с ним нужно говорить на понятном всем английском языке. Sir, could you give us back our certificates, please? Sorry, don't speak English. Mi sembra che questo piccolo ladro из тропических стран, и говорить с ним нужно на более экзотическом языке. Per favore, dobbiamo assolutamente avere questi certificati di maturità, altrimenti ti mangeremo. А вдруг ему от нас тоже что-то нужно? Да, и что же это can be? Може, у його самого іспитаємо? Ведаете, моя мара застаться в вашем лицее. Я летал до вас у отпочинок, и мне так сподобалося. Особливо ваше, древце у середині ліцея. О май гад, как он заговорил хитрец! Нам треба порадитися. Надо посовещаться. Вербейка, господар попугай, у нас ёсць прапанова. Мы дазваляем табе што аўторак і што чацвер прылятаць да нас у ліцэй да вярбы а 11:06. Як табе прапанова? А ты нам даешь наши аттестаты. Куды? Все. Ну вот, аттестаты есть. Нам пора на самолет. Andiamo. Піці птушек, сябры. Никогда ничего не крадите. И помните, в любой ситуации надо общаться и договариваться. Пускай и на разных языках. Спасибо
Спасибо нашим последним героям. Занимайте свои места в зрительном зале. У іх прабірках адбываюцца вельмі дзіўныя рэчы. Там увесь час нешта шипіць, пулькае і чуюцца выбухі. Яны добра ведаюць, што неабходна рабіць, калі каму-небудзь дрэнна. Яны клапатлівыя, пяшчотныя і чулыя. Больш за тое, яны ўмеюць выкарыстоўваць свой інтэлектуальны патэнцыял на ўсе 100%, бо дакладна ведаюць будову чалавечага мозга. Яны біёлагі. Сустракайце гучнымі апладысментамі. 11-й біялагічны першы клас і яго класнага кіраўніка Зою Александровну Тарашкевич. Вот что она говорит о классе. За 2 года учебы 11-й БИО первый класс стал настоящей командой, сделавшей свое пребывание в лицее безумно интересным путешествием. В этом коллективе радуются успехам одноклассников, восхищаются их достижениями, поддерживают друг друга в трудную минуту. Эти 15 восхитительных девушек и 7 неподражаемых юношей могут все. Творить прекрасное и полезное, вдохновлять и удивлять. Ответственные, трудолюбивые, любознательные, ребята умеют ставить цели и с легкостью достигать их. Каждый из них талантлив и уникален. Поэтому жизнь нашего класса похожа на яркую волшебную картину, которая стала настоящим шедевром. Абсолютно все сильные, неподражаемые, восхитительные, необыкновенные личности, благодаря которым я с гордостью могу произнести: я классный руководитель 11-го БИО 1 класса. Запрашаем на сцену 11-й біялагічны другі клас і класнага кіраўніка Наталью Алексеевну Мудрак. Вось як з гумаром ахарактарызавалі сябе біёлагі. Гений, миллиардер, филантроп. И хотя ни одна из этих характеристик пока не подходит учащимся 11-го БИО 2 класса, они всегда были и остаются креативными и неунывающими ребятами, которые могут не только диагностировать у вас проблемы с печенью по цвету глаз, но и привнести что-то яркое в лицейские будни. За эти 2 года они доказали, что невозможное возможно. И учиться в лицее БГУ только на десятки вполне реально. Эти ребята шаг за шагом достигали поставленных целей, участвовали в олимпиадах и различных конкурсах. Биологи всегда стремились к пунктуальности и очень ценили свое свободное время, поэтому скрупулезно отсчитывали каждую минуту до звонка. Случались острые дискуссии, которые разгорались далеко за полночь. Установлено, что после этого продуктивность биологов снижалась на 40%. Но они никогда на это не жаловались. Ведь, как говорится в узких кругах, кто не рискует, тот не учит биологию. Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяге и поэту. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Шура, вы пилите гири так, как будто они золотые. А я вот распилю и попробую, какие они там золотые или серебряные. Шура, тех, кто не читает учебников по химии Матулисов и Мычко, надо морально убивать на месте. Но я вам оставляю жизнь, потому что надеюсь вас перевоспитать. Неуч. А зачем мне учиться? У меня, между прочим, памятки есть. Вот у меня тут по добыванию воды питьевой в пустыне, по метозу, по миозу, по галлюциногенным грибам. Они не дадут моим главным долям атрофироваться. Мысль жиденькая, исполнение тоже будет убогое, так что пилите, Шура, пилите. А вот и наш потомственный слепой. Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится выход тела.
Ну, Елена Брониславовна, вы и сценарии пишете. Я вам 100 раз говорил, я старый, больной человек. Я целый год не был в бане. Меня девушки не любят. И даже этот гусь, он такой молодой, такой резвый. Мне его не догнать. Ну, а вы метните в него гауссианом. Сместятся квантомеханические ячейки, произойдет проскок электрона, разряд и гусь наш. А это хорошая идея. Виталий Эдвардович, запускай. Ну-ка, посмотрим, чем хорош ваш гауссиан. Ловите же! Давайте доставайте скорее, ужас как есть хочется. Не делайте из еды культа, Шура. Так, медведь, заяц. Неужели я не верю своим глазам? Сбычья, меч, блюдечко с голубой каемочкой. А на нем ключи от квартиры, где деньги лежат. Нет, но нечто похожее, потому что это откроет двери многих факультетов. Это аттестаты 11 био-1 и 11 био-2. Чему это радуется эта разодетая молодежь? Я уже начинаю им завидовать. Мы желаем вам удачи и успехов. Но главное, помните, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не надо оваций. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Под ваши аплодисменты мы просим биологов занять свое место в зале. А ведаешь, Максим, про что я мару больше за все? Нет. Я хочу застаться у лицея еще хотя бы на год. Возможно, я знаю, как тебе помочь. Ну, подкажи, коли ласка. Ну, ладно. Для этого нужно с математической точностью, согласно теории спроса и предложения, рассчитать химический состав лицейского духа. Но, естественно, не бесплатно. Что? А в этом нам помогут химики и экономисты. Приглашаем на сцену 11-й химический класс и его классного руководителя Анну Дмитриевну Фомину. Вот что Анна Дмитриевна говорит о своем классе. Признаюсь, согласиться на классное руководство у химиков было для меня экспериментом. Веселые, очень яркие и креативные, отзывчивые и искренние, прекрасные в человеческом плане. Вот результат моего экспериментального классного руководства. Ребята раскрылись в полной мере. Кто-то в учебной деятельности, кто-то на сцене, кто-то 1,5 года молчал, а под конец разговорился и стал улыбаться. Часть из них сами иронично назвали себя химочками. Пусть так и останутся в истории лицея. Я желаю моим химочкам вырасти в светило химической науки, совершить масштабные открытия и внести свой вклад в развитие белорусского общества. А в человеческом плане не растерять дружбу, реализовать в полной мере свой потенциал и быть счастливыми. В моем сердце навсегда останутся ваши глаза и прекрасные улыбки, смешные шутки и теплое личное общение. А сейчас встречайте 11-й экономический класс и классного руководителя Екатерину Владимировну Уласевич. О своем классе Екатерина Владимировна сказала следующее. Хоть я и не поэт, но все же я решилась своим экономистам оду посвятить. 2 года я смотрела за детьми, 2 года я от них чумела, воспитывала день-деньской, справлялась как умела. Кто заболел, кто опоздал, кто вновь проспал, кто и ДЗ не сдал, кто тестик завалил. Ах да, причина есть. То конферанс, то мисс, то волейбол.
И вот лицей котят моих на волю отпускает. От Ба их перечислю и до Я. Они так молоды и так прекрасны, и в будущем должны нам доказать, что мы работали над ними не напрасно. Карыч, Савунья, вы взрослые, такие скучные, такие душные. Нюша, ну что ты всегда капризничаешь? Ну что нам еще тебе сделать? Может, кондиционер включить? Что нужно девочке в твоем возрасте? Ну, я люблю с мальчиками общаться, сладости кушать. Ну, больше всего я люблю деньги. Дорогуша, вашим вкусом не позавидуешь. Чему это? Я математику люблю, считать умею. Математику, говоришь, любишь? Ну, тогда скажи наш математический пароль. Пароль? Может, поможет кто-нибудь? Хороший математик, ленивый математик. Вот, ленивый, поэтому деньги должны быть на руках. И, кстати, у меня есть 100 рублей и золотая карта. Нюш, ну послушай, но есть же еще очень много других благородных наук. Ну вот, например, химия. Как много в этом слове, а? Атомы, молекулы, реакции, моль полетела. Как же это все интересно. И с помощью химии можно делать очень много обезбашенных экспериментов. Химия? Вы о чем? У них там свои миры. Удивительный мир неорганической химии. Удивительный мир органических веществ. Билиберда какая-то. И потом, за молекулы и атомы ничего не купишь. Ой, смотри, Нюша, судьба сыграет с тобой шутку. Вот вырастешь ты большой девочкой, будет у тебя семья, ребенок. Он придет к тебе и скажет: мама, я хим, папа, я хим. Химы – это такие странненькие дети в майках с химическими элементами. Нет, этого не будет. Никогда этого не случится. Нюша, никогда не говори никогда. Поживем, по аттестату увидим. Ну что, нужно выдать аттестат. А я тоже хочу аттестат. Ну какой тебе аттестат? Хотелось бы, конечно, золотой. Нет, но обычный тоже сойдет. Нет, аттестат нужно заслужить. Вот, например, наши химочки и Денис даже открыли новый химический элемент. И называется он харитоний. Я считаю, что они заслуживают свои аттестаты. Ну вот посмотрите, вот стоят экономисты. А вы представляете, какой они сделали вклад в победу над инфляцией в Венесуэле, а? Они тоже заслуживают аттестат. Нет, ну вы правы. Они, конечно, заслуживают. Ну, а я что, не получу свой аттестат? Аттестат за деньги не купишь, Нюша.
Нюш, ну не расстраивайся. Ну мы же все-таки не лицеисты, мы смешарики. Нам не нужны аттестаты. А еще мы просто учителя, так сильно болеющие за наших выпускников и очень любящие их. Дорогие наши выпускники, выходя из роли смешарика, хотелось бы все-таки напомнить, что весь мир — театр, а люди в нем — актеры. За 2 года в лицее каждый из вас сыграл самые разные роли. Вы были учениками и ученицами, олимпиадниками, юными учеными-исследователями, спортсменами, танцорами, актерами, режиссерами, журналистами, редакторами, звукооператорами, монтажерами. Но самое главное, вы нашли друг друга. И мы желаем вам, чтобы вашу лицейскую дружбу вы пронесли сквозь года. Вы знаете, оглядываясь на четвертьвековой путь в лицее, я благодарна судьбе и лицейскому духу за те прекрасные роли, которые мне посчастливилось здесь сыграть. Лицеистки, выпускницы, учителя, администратора и мамы. И сегодня мы, учителя и родители, желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше самых разных, прекрасных, задорных, веселых и счастливых ролей. И главное, помните, что вы лицеисты и выпускники лицея БГУ. Виват лицей! Продолжаем аплодисментами химиков и экономистов. Давайте все-таки продолжим. Друзья, вот вы еще не устали? Держитесь, впереди еще вся ночь. А мы с радостью приветствуем 11-й информатико-математический класс и классного руководителя Анастасию Николаевну Мороз. И это совершенно уникальный вид лицеистов. Считается, что жизнь има вне компьютера невозможна, и что они практически не разговаривают, так как не признают никаких других языков, кроме языка программирования. Но нынешний 11-й им – это исключение. Эти ребята прекрасно общаются и обладают незаурядным чувством юмора. Кроме этого, имы очень изобретательны. Они всегда найдут 1001 способ, как получить хорошую отметку, ничего при этом не делая, или получить диплом лицейской олимпиады, не готовясь к ней. А все потому, что они давно определились с выбором и направленно идут к своей цели. И я в них верю. Такие слова сказала Анастасия Николаевна о своем классе. Встречайте 11-й ИФ-класс и классного руководителя Оксану Ивановну Калошину. И вот что о своем классе говорит Оксана Ивановна. Для кого-то они просто ифы, или технари, или киборги. А на самом деле это очень любимые всеми учителями дети со своими маленькими косячками и очень большими успехами, которые живут нескучной жизнью и не дают унывать классному руководителю. Мои ифы общительные и дружелюбные, с необыкновенным чувством юмора, непредсказуемые, в меру дисциплинированные и пунктуальные, активные и позитивные, серьезные и беспечные, обладающие здоровой психикой. Только они способны спать где угодно, когда угодно, но только не ночью. Адекватные критики с 1000 аргументами, конечно, в свою пользу. Искатели приключений не только на свою голову. И, безусловно, виртуозно владеющие компьютерными знаниями, чем классный руководитель умело пользуется. Вот такой замечательный, веселый и достойный класс получился. Ой, Максим,
Что-то ты уже бледнеешь. Сказываются 2 года учебы и вообще как-то мне нехорошо. Помогите! В зале есть врач. Нам нужна скорая помощь. Ну сколько можно ждать? Врача! Кому тут нужна помощь? А? Да, слабенький у вас какой-то пациент. Необходимо срочно принять внутрь пару ложечек микстуры из лицейского духа. Для поддержания, так сказать, нашего иммунитета. Ложечку за маму. Ложечку за папу. А? Однако вирус может быть заразен. Необходимо провести осмотр всех пациентов. Итак, внимание, встаньте прямо, руки вытяните вперед, ладонями вверх, проведем общеклассную антивирусную дезинфекцию. Ну что ж, начнем. Голубчик, идите сюда. Дышите, не дышите, дышите, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите. Спасибо, можете дальше не дышать. Голубчик, голубчик, пройдемте со мной, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Откройте рот. Вытяните язык. Скажите О, голубчик, да у вас, кажется, острое двухстороннее воспаление хитрости. Поздравляю, вы настоящий лицеист. Пожалуйста, пожалуйста, молодой человек, пройдите. Так. Вот для вас. Сдайте, пожалуйста, анализы. Результаты узнаете завтра после обеда в личном кабинете пользователя. Ну, витаминка счастья уже хорошо. Здравствуйте. Сплюньте, пожалуйста, 3 раза через левое плечо. Спасибо, держите. Так, ну тут еще у нас, тут еще не проходил медицинский осмотр. Хватит себя. Ну, пожалуйста, ну, из девушек, о, конечно, девушка, идите сюда, идите, не бойтесь, не кусать. Так. Поднимите левую ногу вверх. Согните колени. Стойте, зафиксируйте. Тормоз. Однако наблюдается небольшой ревматизм средних конечностей. Побольше времени проводите за компьютером. Классный руководитель! Как же без вас? Пройдемте-ка со мной. Для вас
на основании последних разработок нашей кафедры. Общеукрепляющее, жаропонижающее, стрессоснимающее, слабительно-расслабляющая инъекция счастья и полного релакса! Можете отдыхать. Батюшки мои, а это что? Голубчик, да у вас, похоже, острое двухполушарное вздутие большого кишечника. Дайте посмотреть. О, все. Да это ведь аттестаты! Для наших любимых выпускников ИФов и ИМА! Дорогие лицеисты, мы желаем вам крепкого здоровья, прекрасного самочувствия и замечательного настроения. крепкий сон, правильное питание, пробежки по утрам, прогулки на свежем воздухе – это залог вашего здоровья. Помните об этом, лицеисты. Ресурсы организма не бесконечны. Бережно относитесь к своему здоровью, и вы сохраните его на долгие годы. Ну а мы желаем вам радости и побольше витаминов счастья. А нам пора на дежурство. Спасибо. Занимайте, пожалуйста, места в зрительном зале. А мы не забываем про аплодисменты. А зараз на сцену вийдуть люди, які ведають усё про силу деяния и супрадеяния. Они могут настроиться на волну сердцебиения любого человека. Яны могуць з дакладнасцю амаль да міліметра падлічыць траекторыю палёту шпаргалкі. Они всегда полны энергии. Яны прыцягваюць да сябе як магніт. Они математики и физики. Вітайце гучнымі апладысментамі 11-й матэматычны клас і яго класнага кіраўніка Наталью Геннадьевну Каранкевич. Вот как Наталья Геннадьевна отзывается о своем классе. За 2 года этот класс смог решить все задачи, научиться мастерски управлять цифрами и числами, при разгадывании ребусов пытаться считать производные, и ему удалось вывести собственные формулы отличной учебы. Это класс призеров и победителей школьных, городских, республиканских олимпиад, различных конкурсов, турниров и соревнований. Это класс удивительных по своему темпераменту и по творческим способностям личностей. Это класс, в котором каждый индивидуален и неповторим. Это класс единомышленников, с которыми приятно общаться, учиться и просто дружить. Талантливые, креативные, изобретательные, трудолюбивые, усердные, многогранные, уникальные, целеустремленные, харизматичные, находчивые и успешные. Одним словом, лучший математический класс. Сустракайте 11-й фізічний клас і класнага кіраўніка Наталью Олеговну Дайняк. Вот что Наталья Олеговна говорит про свой класс. 22 брыльянты у оригинальной гранцы, гуру физики, паспяховые у лингвистицы, уникальные, креативные, музычные, спортивные, сур'ёзныя и смяшлівыя, артыстычныя, таленавітыя, мімічныя и эмпатычныя, непаўторныя у меркаваннях и разважаннях, надзейныя падарожнікі, сапраўдныя тэатралы, працаўнікі, одним словом, найлепшыя. Не могу не задать питання класним кіраўнікам. Вось пра што вы зараз
больш за ўсё марыце? Одна мара у наставника – это отпуск. А что вы будете делать в отпуске? В отпуске потрібно нечто робити. Как скажете. А, да, адпачынак гэта цудоўна. А вось дзе ты, Максим, провёл сваё мінулае лето? Первую половину в горах, А вторую? а вторую в гипсе. Печально, но я предлагаю исправить ситуацию и прямо сейчас перенестись на пляж. Представьте себе море, солнце, фото на память. Фото на память, фото на пляже, фото о приятном времени, о приятном времени в лицее. Фото недорого, с умной обезьянкой. Упс, а где же моя умная обезьянка? Анфиса, ты где? Давайте вместе позовем. Анфиса! Анфиса! Вот она наша умная обезьянка! Фото с обезьянкой недорого! Моя хорошая, где ты была? Встречаем Анфису! Так, Анфисочка, с кем ты хочешь сфотографироваться? Посмотри, лучшие ребята страны, лучшие физики, лучшие математики. Кого же она выберет? Работаем, выбирай. Вот наши замечательные, классные. Так, приготовились. Так, хорошо. Не годится. Анфиса, это лучшие дети страны. Нужно... Сделай ко мне умное лицо, Анфиса. Не получается. Давай еще раз. Не получается. Ладно, я помогу тебе. Чему равна гравитационная постоянная, Анфиса? Кто поможет из выпускников? Чему равна гравитационная постоянная? Александр Дрозд! 6,67 умножить на 10 в минус 11. Размерность не скажу. Не нужно никакой размерности. Работаем, снимаем наши классных... Дорогие лицеисты, лицей держит сильнее, чем любая постоянная. Сегодня за удивительная ночь, удивительный вечер, замечательные 2 года позади. Помните, что лицей держит сильнее сильного. Это невозможно преодолеть. Не влюбляйтесь, мы вместе. Да, но мы без сюрпризов с Анфисой не можем. Она очень хорошо подготовилась, у нее есть сюрприз. Но без сюрприза, дорогие физики и дорогие математики, она так просто вам сюрприз не отдаст. Выходи сюда, Анфисочка. Для того, чтобы наши физики и математики получили свой приз, нам нужно станцевать. Зал может помогать, потому что иначе мы аттестатов не получим. Делаем. Хорошо, еще. Один куплет поддержал. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, es la jura de bandera del muchacho. Se la dio con 2 amigos. Ну что же, достаточно!
же, Анфисочка, доставай свой подарок, доставай свой сюрприз. Вот и он. Чаще бывайте на пляже, там иногда случаются незабываемые вещи. Наши аттестаты. Спасибо всем! Под ваши аплодисменты мы провожаем физические и математические классы. Да, сколько же приятных слов уже было сказано на этой сцене. Але мы яшчэ не падзякавалі тым, хто на працягу ўсяго нашага жыцця быў моцнай падтрымкай і надзейнай апорай для нас. Кто не спал ночами, переживая и помогая нам. Хто ніколі нас не пакідаў, якімі б невыносными подлетками мы часам не были. Речь идет о наших самых близких людях. О наших родителях. И мы с Годором передаем им слово. Сустракайте бурными аплодисментами. Тому вы поступали в лицей БДУ. Мы были побач. Хваляванне, чаканне, радость. И вось вы сярод лепшых. Лицей открыл новую сторонку вашего життя. Вы стали карапузами лицея, а мы назирали. Утульные аудитории, столовая, интернат, зорка, верба, лавка. Лицей стал вашим другим домом. Дякуем. Класний керівник і найлепший педагогічний колектив стали для вас проводирами у світ нового і незвичайно цікавого. Ми відчували себе безклопотно. Конференції, турніри, олімпіади, конкурси. Ліцей створив атмосферу довіру і поспіху. Дякую. Ми були удільниками традиційних мероприємств ліцея. Ми захоплялися. Хореографія, конферанс, міми, музичні номери, візитовки, турстяжина, Новий год. Ліцей розкрив усі якості і сполучив творчих людей. Дякуємо! І ось ви, випускники 2024. Ми разом. Удячність, повага, теплиня, любов,
падзяка ўсім тым, хто ствараў для вас гэтыя 2 гады. Ліцэй даў старт. Далей будзе яшчэ лепей. Але тут, менавіта тут, я ўпэўнены, застанецца кавалачак вашага сэрца. Назаўжды. А вішенкай на YouTube-торце будуць 2 гады ліцэя ў лічбах. А зараз нам потрібна ваша підтримка. Разом! Что это такое наш лицей? Это храм яскравых идей, это ваших ведов мозг каркас, и тому все не венчуем мы вас. Вива лицеисты! Вива лицеисты! Вы певно не чакали, что настанет той день, светлый, пригожий, шелестий день. С лицеем раздвигался, настал уже час, и тому все не венчуем вас. Вива лицеисты! Вива лицеисты!
Вось мы и атрымали атэстаты. Остался позади долгий путь познаний. От первой буквы и цифры до первого крока в науку. Мы торопили время, спешили повзрослеть. А когда пришла пора расставаться, стало немножко грустно. Гэтыя два ліцэйскія гады ліцэісты і настаўнікі былі адным творчым калектывам, дзе не існавала размежавання на іх і нас, дзе ўсе мы разам крочылі шырокай дарогай да новых вяршыняў ведаў. Мы абяцаем, што праз усё жыццё прынясём памяць пра ліцэйскія гады, светлы смутак выпускнога балю, сардэчную падзяку настаўнікам і ўсім супрацоўнікам ліцэя. А сейчас мы передаем слово заместителю директора по учебной работе Наталье Геннадьевне Каранкевич. Добрый вечер, уважаемые лицеисты, родители, учителя. Вы знаете, вам пожелали очень много сегодня и очень хорошего. Скажу честно, речь готовила, это мой дебют на сцене в таком качестве, но, наверное, я скажу от себя то, что я хочу вам сказать. Самые важные моменты в вашей жизни — это те, которые происходят впервые. Это первые слова, это первые шаги, это первый подарок от Деда Мороза в Новый год, это первый класс. И вот сейчас это ваш первый настоящий выпускной. Кажется, что совсем недавно вы сели за парты в ожидании чего-то нового в лицее, неизвестного, возможно, было страшно, но удивительно интересно. И вот сейчас, я думаю, эти 2 года, они мгновенно пролетели, и каждый из вас хотел бы остаться здесь еще хотя бы на чуть-чуть. Я думаю, что я права. Но эти 2 года, я думаю, они оставили вас очень много. 2 года в лицее научили вас работать, любить, находить какие-то скрытые резервы в себе, таланты. Вы открыли в себе очень много разных талантов. Вы познакомились с удивительными людьми и удивительными педагогами. И я хочу сказать большое спасибо вам, наши учителя, за ваше терпение, за ваш опыт, за вашу мудрость, за строгость. Спасибо вам большое. Но, дорогие лицеисты, помните, что рядом с вами всегда есть люди, которые вас берегут, которые вас защищают, что бы ни случилось, которые вас поддерживают, утешают, если что-то происходит не очень хорошее, и которые радуются, безгранично радуются вашим победам и успехам. Это ваши родители. И спасибо вам большое, родители, за вашу помощь, за поддержку. Эти 2 года, я думаю, были непростыми и для вас. Мы вместе росли, мы вместе учились, преодолевали, но у нас все получилось. И я надеюсь, что наши дети будут радовать нас и дальше победами, а их будет очень-очень много. Потому что наши дети талантливые, уникальные, одаренные, и все у них получится. Ну что, дорогие лицеисты, выпускники, что я хочу вам пожелать? Гуляйте, как можно больше гуляйте. Встречайте закаты, рассветы, ищите то, что вас вдохновляет и делает вас счастливыми. Читайте, как можно больше читайте, потому что это дает вам вдохновение на мечты и на приключения. Любите, совершайте ошибки, живите с открытым сердцем, избегайте негатива, избегайте ощущения пустоты, встречайте людей, которые будут ценить и любить вас такими, какие вы есть. Сегодня ваш день. Веселитесь, отдыхайте, просто будьте детьми, потому что взрослыми вы всегда успеете стать. Виват лицей! Спасибо, Наталья Геннадьевна. Ну что,
Идем танцевать вальс? Пачакайце! Трэба зрабіць яшчэ одну вельмі важную рэч. Неколи мы уже проходили такой ритуал. И сейчас пришло время дать новую клятву. Просім всіх выпускнікоў стаць. Поднимите обе руки вверх. Левую можете опустить. Теперь мы будем зачитывать текст клятвы, а вы повторяй за нами «Буду стараться». Давайте паспрабуем. Калі праходзіце каля ліцэя, заўсёды з гонарам успамінаць найлепшыя моманты за 2 гады вучобы. Буду стараться. Як мага часцей прыносіць кветкі настаўнікам. Пры гэтым не забывацца на тое, што кветкі, якія растуць на тэрыторыі ліцэя, падарункам не з'яўляюцца. Буду стараться. Пронести веды, годность, сяброўства і досвед, набытыя ў ліцэі, праз усё жыццё. Буду стараться. Реализовать свой потенциал и обрать слушный шаг. То бок пойти учиться у БДУ. Буду стараться. Заўсёды памятаць, што ты свабодны, каб быць сабой. Буду стараться. Знаходзіць па пятнічных вечарах час завітаць да ліцэістаў. Буду стараться. Наведваць ліцэйскія мерапрыемствы, наколькі б у вас не была заваленая сессия. Буду стараться. Провести выпускны так, как было, что з яго ўзяць. І, канешне, ніколі. Ніколі. Ніколі не забывать ліцэй. Буду стараться. Таму, даражэнькія, Не губляйтеся. За 20, наверное, будем мы тише смеяться. С улыбкой альбомы детства листая, какими были и какими стали. Все быстрее оно наступало, наши завтра ждется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной, но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. И ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы.
урачыстая церемонія скончена. Але мы не развитываемся. Прямо сейчас приглашаем всех на вальс во внутренний дворик лицея. А затем классы отправятся по своим кабинетам за аттестатами. Шановні ліцеїсти, калі ласка, калі атрымаеце атэстаты, перадайте іх бацькам і даручыце ім ганаровую місію давесці іх дадому цэлымі і непашкоджанымі. А опоўначы ўсіх ліцэістаў і настаўнікаў чакае фуршэт. Пасля фуршету канцэрт і дыскатэка. А 6 гадзіне агульнае развітальнае фота перад уваходам у ліцэй. Віват ліцэй!
приветствуем вас на ночном концерте выпускного 2024 года. Ну как, Злата, уже, можно сказать, полвыпускного прошло. Но не зря говорят, что время идет быстрее, когда тебе хорошо. И что тебе больше всего понравилось? Аттестатом полюбоваться? Медальку прикарманить? Или, может, станцевать вальс с самым лучшим выпускником этого года? Ой, это где ты такого выпускника нашел? Но вообще да, для меня выпускной вальс пока что самая запоминающаяся часть. Ну тогда сейчас ребята обеспечат тебе еще один медлячок. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла. И сразу понял я, и купидон мне сердце не стрелою дала пулю. Сказала наша классная детка, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тень приду за Юлей, амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не, да друг другого любит. Юля любит не меня, безмечных на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода, днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились от земли небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл, спел медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черт завалил учебный процесс, папа с мамой в стрессе, есть болезненный, потерял 10 килограмм, 10. Не пьет, не ест вместо конспектов, пишет песни о своей принцессе. Ты с другим моя погиб, Юля, и мы с ней прокляли враги. Юля, потому что не со мной тресни. Юля, Юля, пусть их судит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал, заваленные экзамены, ни одного предмета я не стал свой репетист. И перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместиться, твои чувства, но на всю жизнь я заучил эти 4 стишья наизусть. Ты так и не знала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, из всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ты как сумел на гитаре сыграл спев выпускной ты в красивом платьице, и
тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Все вместе! Миличок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел миличок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Жили были мы на краю, с нами был теплый июнь. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но все же в последний вагон я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком ты по винам приход, и ты далеко. Знаковые даты встаю, и к тебе как песню ударю. Сколько лет тому зданию, в котором вместе все воздух невыносим. Модный темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. А с тобой я встретилась с тобой. Чтобы каждый растаял, но говоришь, что предал.
Наверное, рилсы глядел с тегами «Как стать звездой» или мастер-классы от мимов. Или как со злой торту говорил. Да я и так все умею. Зачем мне эти мастер-классы? И вообще, слушай, вот мы с тобой только начали вместе праздник вести, а ты уже сарказм свой включаешь. И вообще, я вот лицею диплом на республике по информатике принес. А ты что полезного сделал? А я в мероприятиях, конференциях участвовала, сценарий писала. Да и вообще, ты слышал, о чем Милана пела? Ну, что-то про дворовых гитаристов. Нет, про то, что проще надо быть. Так все, я устал с тобой спорить. Надо отдохнуть и послушать немного произведений собственного сочинения от наших выпускников. Давно пора.
Типа, если вам третий день подряд не хочется учиться, значит сегодня среда. Или кто рано встает, тот куртку весь день на вешалках ищет. Ну, не совсем. Я имею в виду лицейские приметы. Если вы встречаете в коридоре Сподара Виталя, и он говорит вам «девчатки», значит, скорее всего, вы учитесь в филологическом классе. Или если вам кажется, что шеф поздоровался с вами уже 2 раза за день, то вы, вероятно, не можете отличить яруту от янчини. Конечно, верю. Вот только их так много, что, может быть, все и не упомню. А давай проверим, помнят ли выпускники. В этом году Ивоверство объявлялось не ровно в 11:00. Во сколько? Поднимайте руку. Где Саша Дрозд? Да, что? Чё? Ну я когда в метро ехал, писал обычно. 1:06, 00. И это верно. Ну, конечно, верно. Итак, вопрос номер 2. Какая песня считается самой лицейской? Поднимайте руку. Ева. И это, к сожалению, верный ответ. Итак, сейчас будет вопрос нелегкий. Вам предстоит решить настоящий ребус. Поднимайте руки. Давид, давай подсказку. Ну, не знаю, мне кажется, здесь лак нарисован. Вам несут микрофон. Давид, ответ кафедра. Я не знаю, что за гениальный человек это только что сказал, но это верный ответ. Сейчас на самом деле будет вопрос с подвохом. Кто является победителем визита 2023 года? Мимы! Кто бы что ни говорил, это чистая правда. Итак, следующий вопрос. Сколько пар усов обитает на кафедре физкультуры? Не может быть, это же неправильный ответ. Вы не получите мандарин. Две пары усов. Со второй попытки мы получаем верный ответ. Предпоследний вопрос. Сколько девушек за всю историю лицея становились лицейскими домовыми? Одна. Это верно. Маша Алексеева. И последний вопрос. Где же находится лицейский дух? Везде. Это верно. Слушай, Давид, а куда, если честно, ты поступать собираешься? А что, были варианты?
Ну, в БГУ вообще-то много факультетов. Выбор богатый. Ну, вообще я долго не думал. Лучше ФПМИ, факультета нету. Мне вот как-то больше интересно, какую ветвь филологии ты, как выпускница фил-класса, собираешься выбрать? Восточную, там, славянскую? Как истинный филолог, я выбираю ФМО. Ну, что я могу тебе сказать? Я тебе сочувствую. Да, как представлю, что тебя будет ждать. Математика, экономика, новый язык. У-у-у. Дикий Запад прямо. Так, не пугай меня раньше времени. А по поводу Дикого Запада ты прав. Сейчас мы сможем все вместе лицезреть его на сцене. Встречайте! Been out on that open road. You can be my full-time Betty White and gold. Singing blues has been getting old. You can be my full-time Betty White or gold. Don't break me down. Don't break me down. I've been traveling so long. I've been trying so hard. With my pretty songs. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone at midnight. Been trying hard not to get into trouble, but I've got a word in my mind. I just ride. I just ride. I just ride. I just ride. Dying young and I'm playing hard. That's the way my father made his life and art. Drinking all day long. That's the way my father made his life and art. Don't leave me now. Don't say goodbye.
in your care, no longer the play, singing we will rock you. We will rock you. Да уж, после этих композиций мне американский бургер стал дороже. Так, не бухти. Это было динамично. Навевает воспоминания про первые лицейские дискотеки, когда мы только-только стали карапузами. А как же суета перед конферансами? Кто, как не родители, с самого начала помогали нам влиться в лицейскую жизнь. Проводили экскурсии по всем уголкам. Вот давайте, с каким местом у вас связано самое большое количество воспоминаний? Посиделки с чаем, с гитарой внизу вошли в привычку. Помню, как в прошлом году один из выпускников поделился парочкой фишек игры на ней. Эх, вот бы снова вместе сыграть что-нибудь. Да, вот и Старостат был настоящим творческим гнездовищем. Да, наверное, именно там я взглянула на фортепиано по-новому, да и на музыку в целом. Точно! И не забываем про мафию по пятницам. Кстати, не хотите туда заглянуть? А пока встречайте музыкальные дуэты.
Да уж, а я ведь и сам на нем когда-то играл. Хотя в душе я всегда хотел уметь играть на саксофоне. У тебя скоро будет возможность понаблюдать за мастером игры на нем. Встречайте! Знаете, на нашей лицейской сцене было столько знаменитостей, столько легенд выступало здесь. Да ну, и что? Даже сам Фредди Меркьюри тут был. Ну, он, конечно, вряд ли, но его песни и голос явно громко звучали в этих стенах. Помните, как он заводил залы? Да, наш зал уже подустал, поэтому самое время и ему пошуметь. Итак, смотрите, пушки. Может, вы можете чуть-чуть сделать глуше свет. Да, спасибо, спасибо. Смотрите, в зале у нас сидит очень много народу. Мы разделимся на 3 команды. Первая команда — это правый верхний ряд. Для меня правый. Саша Дрозд, может, ты мне поможешь? Иди сюда. Итак, вот такой вот у нас получился коннект с Сашей Дроздом. Ну, Саша не впервые, да? Поэтому это все-таки право.
Так, ну, вот вы, друзья, которые от вас с левой руки для нормальных людей. Вот, это одна команда, с правой другая команда, и то, что сверху и мы сидят, привет, друзья, это третья команда. Все, вот так. Оставайся со мной. Оставайся, Саша, будем проводить вместе. Так, давайте вместе выберем, что мы будем кричать. Лицей. Будем? Мы будем кричать лицей. Смотрите, первая команда у нас будет те, кто сидят сверху. Ваша задача повторить точно так же, как делаю я. И выиграет та команда, которая сделает более слаженно и громко. Поиграем? Лицей. Но нет, давайте еще раз, вы не поняли. Лицей. Хорошо, молодцы. Давайте теперь вы. Готовы? Лицей. А почему у них громче? Их меньше. Так, хорошо, мы вас услышали. И мы, давайте вы. Лицей. Молодцы! А теперь учителя. Лицей. А учителей не слышно. Еще раз давайте. Анжелика Ивановна. Лицей. Хорошо, давайте чуть усложним задачу. Лицей. БГУ. Давай БГУ. Хорошо. Итак, слушаем Сашу Дрозда. Саша. БГУ. И мы. БГУ. Хорошо, теперь вы. Давайте еще раз. 3, 2, 1. Не вышло. Еще раз пробуем? Да. Получается какой-то уже БГУ, а не БГУ. Мы выбираем БГУ. Хорошо. Теперь учителя. Жикова, специалист. БГУ. Анжелика Ивановна. Ну, знаете, по-моему, в этом конкурсе Анжелика Ивановна сделала всех. Спасибо большое, Саша Дрозд. Ну, давайте напоследок. Виват лицей. Первый, и мы. Так, тихо, ты не там. Теперь вы. Ну и учителя. Анжелика Ивановна. По-моему, вы расслабились. Давайте еще раз, последний раз. Виват лицей. Вот, давайте сами себе похлопаем.
неожиданностью для всех. В последний момент попал в список, как опоздавший, закрывающиеся двери. Человек не слова, а танца. Самый танцевальный лицеист этого года. Встречайте, Артем Абрамчик! Action beta testing. No job to go hard if let's go. Alpha 2, let me set it off. Ain't no limit to gimmicks, we gon' be on and keep it hot. Worry to hate it, whether you ready or late it. Glad to debate it, all day, nigga, real was claim it. Glad to get it, money, let it take it. We take a DNA move, fresh with the extraordinary move. In a galactic, authentic flow, going ballistic and out of this world. Cosmic, sun, back up, settle, they wanna laugh as I hear the message. You put the stars and relay on the heads. Don't mess with the tech and you know it's for less. It's locked in, know that I know the heads. Action, yeah, we born with action. No joke, next scene, go hard, effortlessly, come test me. Action, yeah, we born with action. No joke, next scene, go hard, effortlessly, don't test me. Reach for the stars when you follow. Until the end of the slide. Let it sit up to the sky. Synchronize it. How in the start from where we are. Endlessly shine in the dark. Shine in the dark. You receive the what you give.
I'm only human. Maybe I'm foolish, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Get nowhere to move it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Whoa. Some people got to read problems. Some people on the floor. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm not broken as I am. Sure, go look at someone I am. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human, I make mistakes. I'm only human, that's all it takes. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Ты перестанешь маячить издалека своей улыбкой. У тебя так судорога лица случится. Но мы же ведущие, мы же должны сегодня блистать. Мало ему скажет тоже. Не забывай, что не только мы с вами будем сегодня занимать эту сцену. Да как? Да не может быть! Да кто же, если не мы? Попробуй догадаться, сообразительный ты мой. Номер, который в представлении не нуждается. Номер, под который невозможно не подпевать. Ага, погодите. Вы про тот самый номер, не прослушав который, нельзя выпуститься из лицея? Встречайте! Она не будет.
Прихожим неспешно, но проведаем шагу, ожидаем эту ночь, мы сами конечно. Спить метро, спать домы, спить лицей и библиотека, мы сидим под коврами и читаем Умберто Эко. Город дыхает в окно, бесшабашный с праздником, распознанное оно спокушает нас вином и горячим шоколадом. Спить метро, спят домы, спить лицей и библиотека, ты сидим под коврами и читаем Умберто Эко. С моим окном ближит ночь Ємчика святошний, засинають дві душі, їх до ранку ворушить, ми напевно не захочем. Спить метро, спять доми, спить ліцей і бібліотека, ми сидим под коврами і читаємо Умберто Эко. Спить метро, спять доми, спить лицей и библиотека, мы сидим под коврами и читаем Умберто Эко. Спить метро, спать домы, Спить лицей и библиотека, мы сидим под коврами и читаем Умберто Эко. Спить метро, спять домы, спить лицей и библиотека, мы сидим под коврами и читаем